Красивые, высокие и талантливые – вот они, чемпионы Азии. Буквально вырвали титул сильнейшего клуба Азии у действующего чемпиона. Напомним, что клубный чемпионат Азии в этом году принял 7. Всего в турнире приняли участие 6 команд из Казахстана, Таиланда, Узбекистана, Кыргызстана и Ирана. Это была спортивная большая сенсация на азиатском континенте. Хочу напомнить о том, что в Азии проживает 4 миллиарда 600 миллионов человек. Это большая часть людей на Земле. И сегодня, когда они победили соперниц, все мы находимся еще под впечатлением тех событий, которые происходили на этом чемпионате. Это закономерность. Победа – это закономерность, потому что мы понимаем, что чтобы добиться таких результатов, надо много работать, надо много тренироваться. В благодарность за победу грамоты и благодарственные письма, цветы и теплые слова поздравлений. А еще сертификат на 10 миллионов тенге. Спортсменки заслужили хороший отдых, после чего их ждет подготовка к чемпионату мира, который пройдет в декабре. С такими талантами у нас есть все шансы на победу, отметил глава региона. Мы знаем, что когда Татьяна Алдошина бьет на уровне 3 метров атаки, никакая защита, блок не поможет любой команды. Как не согласиться с этим? Ну, высоко прыгаю, сильно бью. Тяжело было. Тяжело было, мы 2 партии проиграли, потом надо было собраться. И 3-ю партию, слава богу, мы выиграли. И мы как-то, у нас уверенность была в этом, что мы можем выиграть. Вот, и все. И потом немного легче стало. И в 5-й партии мы уже доказали, что мы лучше, и мы чемпионы. Клуб создан в 2014 году по инициативе Каирбека Хамзина. Он не просто учредитель, основатель, спонсор, но и духовный наставник. Собрав лучших спортсменов из Тимирязевского района, тогда и представить никто не мог, что волейбольный клуб «Куаныш» прогремит на всю страну. Но мы мечтали, что хотя бы стать чемпионом Казахстана, там, призером стать. Но так, что с первого раза клубный чемпионат Азии выиграть, ну, я не знаю, какое-то чудо, наверное, действительно произошло. Но наши старания, мы это тренировались, на него было затрачено огромная сила, упорство. Мы огромную радость подарили перед праздником в Северо-Казахстанскую область, даже казахстанским болельщикам. У нас очень много болельщиков стало, по всему миру уже появляется. Юные спортсмены окружили волейболисток с расспросами, есть ли секрет их мастерства. На что девушки ответили: это заслуга тренеров и всего клубного коллектива, а еще стремление победить. Такой референдум в Казахстане не проводился уже 27 лет. Всего в действующий закон страны планируется внести 33 изменения и дополнения. Это треть всей Конституции. Одним из главных новшеств является ограничение полномочий президента. Теперь действующий глава государства не должен принадлежать ни к одной партии. Это создаст более конкурентную среду среди фракций. Политическое соперничество между партиями и политическими деятелями обеспечивает лучший учет интересов запросов общества, выработку эффективных реформ и решений, результативную работу представительных и исполнительных органов государственной власти. Это аксиома современной политической теории. Поправки, направленные на запрет участия определенным должностным лицам состоять политических партий, будут способствовать повышению политической конкуренции, создадут равные условия для развития всех партий и окажут положительный эффект на работу всего государственного аппарата. Чтобы еще больше ограничить влияние президента и его семьи, ее члены не смогут занимать политические должности, должности государственных служащих и руководить организациями квазигосударственного сектора. К слову сказать, один из племянников Касым-Жомарт Кемеловича является сегодня послом в Болгарии, послом нашей страны. Поэтому после референдума, вступления в силу конституционных реформ, он, конечно, будет освобожден от занимаемой должности. Данный шаг направлен на ограничение возможностей злоупотребления властью, использования ее в личных целях. Исключается право президента отменять или приостанавливать акты акимов областей, городов республиканского значения и столицы, освобождать от должности акимов районов и городов областного значения, района в городе. Это полномочия акима и маслихатов. Это не полномочия президента, чтобы он акима района освобождал. Усилить механизм защиты прав и свобод человека. Еще одна важная реформа – это новые конституционные возможности и полная независимость уполномоченного по правам человека, а также создание Конституционного суда, в который теперь сможет обратиться любой гражданин Казахстана. Конституционный совет обращался только в парламент
пожалуй, больше никто и не обращался, не имел права обращаться. Сейчас каждый гражданин имеет право, если не нарушены конституционные права. Мировая практика показывает, что активная деятельность конституционных судов корректирует поведение всех органов власти, президента, парламента, правительства, судов, прокуратуры и иных властных структур. Поэтому воссоздание Конституционного суда станет важным шагом построения справедливого правового государства. Земля, ее недра, вода, растительность и животный мир должны принадлежать народу. Если по действующей Конституции право собственности отсутствовало и все принадлежало государству, то теперь эту норму пересмотрят. Но приватизировать земли сельхозугодий по-прежнему будет невозможно. В ходе встречи с жителями села Астраханка Дмитрий Колода рассказал им о всенародном референдуме. Депутат призвал людей принять участие в важнейшем политическом событии и внести свой вклад в развитие страны. Много поправок в Конституцию вносится, именно связанные с жизнью, бытом народа, которые необходимо как и самостоятельное их участие в этом. Поскольку у нас референдум – это второе за всю независимость Республики Казахстан, за 30-летнюю независимость, это у нас второй референдум будет проводиться. Первый референдум у нас проводился в 1995 году, 30 августа, где была принята наша Конституция. 5 июня казахстанцы смогут повлиять на конституционные поправки. При этом голосование проходит не за каждую из 33 статей, а за общие изменения. Как и во время избрания, голосование реализуется на специальных участках с применением бюллетеней. Сельчане задали ряд вопросов депутату. Я считаю, что пенсионный возраст для женщин необходимо снизить. Женщины в деревне быстро стареют, на них держится быт, уход за домом, появляются дети. Поэтому будет правильно, если пенсионный возраст снизят до 58 лет. По словам Дмитрия Колоды, аналогичные вопросы поступают в парламент регулярно. Он отметил, что в настоящее время разрабатывается специальный документ по данной теме. Они рассматриваются и будут внесены в социальный кодекс. Социальный кодекс, который сейчас находится в разработке именно правительственного варианта. Понимаете? У нас социальный кодекс, он, если я не ошибаюсь, в 6-м созыве в конце он заходил, был отклонен мажилисом, парламентом он не принят, поскольку были определенные какие-то недоработки, скажем так, и правительство направлено на пересмотр. Депутаты будут находиться в северном регионе до 20 мая. Ең алдымен Дмитрий Колода жиналғандарға референдумның өту барысы жайлы айтып берді. Тағы тұрғындарды аталған шараға белсенді түрде қатысуға шақырды. Өйткені бұл келешегіміз үшін маңызды. Много поправок в Конституцию вносится. Конституцияға енгізілетін өзгерістер халықтың тұрмысына тікелей қатысты. Олардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған. Сондықтан тұрғындарды бұл шарадан қалмауға шақырамын. Жалпы ел тарихында референдум осымен екінші рет ұйымдастырылып отыр. Алғашқысы 1995 жылы өткізіліп, онда қазіргі қолданыстағы Конституциямыз қабылданған еді. Енді 5 маусым күні барша қазақстандықтар таңдау жасау арқылы ата заңымызды өзгертпек. Осы ретте айта кетейік, тұрғындар толықтыруды қажет ететін 33 баптың әрқайсысына емес, жалпы дауыс береді. Ол үшін арнайы орындар белгіленіп, сайлау науқаны кезінде сияқты бюллетень әзірленеді. Мәжілісмен Дмитрий Колодомен кездесуге тұрғындар көп жиналмаса да, олар белсенділік танытып, депутатқа бірқатар сауал жолдады. Айталық, Гүлмира Қабанбаева әйелдердің зейнет жасын 63-тен 58 жасқа дейін қысқарту керек дейді. 60 жас деген ол көп жас деп ойлаймын мен, әйел адамға. Ауылда мысалы тұратын әйелдер тез қартаяды ғой, мысалы бала туады, баланы өсіріп жеткізеді деген сияқты. Сондықтан денсаулығына байланысты 58 жас деп ойлаймын солай. Солай шешілген дұрыс деп ойлаймын мен. Сауалға жауап берген халық қалаулысы күн сайын парламентке әйелдерден осы сынды сұрақтар түсетіндігін айтты. Және бүгіндері сең қозғалған сияқты. Қазір арнайы құжат әзірленіп жатқан көрінеді. Эти вопросы снижения пенсионного возраста женщинам, они рассматриваются. Бұл мәселе қазір қарастырылып жатыр, және ол арнайы әлеуметтік кодекске енгізіледі. Оны үкімет жасақтап жатқан көрінеді. Содан жыл соңына дейін парламенттің қарауына ұсынылулары тиіс. Айта кетейік, парламент депутаттары өңірде мамырдың 20-сына дейін болады. 29 апреля текущего года на 31-й сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести общереспубликанский референдум по внесению поправок в Конституцию Республики Казахстан. Событие является важным элементом демократических преобразований. Это масштабный процесс волеизлияния граждан, который проявляется в голосовании по наиболее важным для государства и общества вопросам. Действующая Конституция в настоящее время состоит из 98 статей.
Планируется в 31 внести изменения и добавятся 2 новые статьи. Но, конечно, за это будет голосовать народ. Если народ поддержит эту инициативу президента нашего, то эти поправки статьи будут внесены в Конституцию. В рамки подготовки к референдуму депутаты всех уровней, члены партии «Аманат» активно включались в работу по разъяснению поправок в Конституцию Республики Казахстан. В областной ассамблее народа Казахстана депутаты областного маслихата провели круглый стол с общественностью с целью ознакомления с предложенными поправками в основной закон. 30 лет нашей независимости мы всегда активно стремились к участию в управлении государством. И прекрасно понимаем, что политическая система не совсем демократизирована. Поэтому мы, как депутаты партии «Аманат», включились в работу по разъяснению этих поправок. Мы объездим сельские округа, рабочие коллективы, встретимся со всем населением области и ответим на все вопросы, касающиеся поправок в Конституцию Республики Казахстан. Не оставим без ответа ни одного вопроса. Референдум проводится во многих демократических государствах. В прошлые годы референдум по внесению изменений в Конституцию проводился нашими политическими и экономическими партнерами в России и Кыргызстане. Напомним, что это второй в истории страны референдум. До этого он проходил в 1995 году по вопросам продления срока полномочий президента и принятия действующего основного закона. Село Берлик основано в 1936 году. Из этого небольшого села с 1941 по 1945 годы ушли на фронта Великой Отечественной войны более 130 человек. 60 человек – это целое село. Это погибло столько из нашего села. Все ушли на фронт и не вернулись. Молодые, трудолюбивые, механизаторы, учителя. Сколько семей остались без кормильца. Установка мемориальной доски началась в прошлом году. Памятник, построенный в 70-х годах прошлого века, находился в аварийном состоянии. С 1973 года этот памятник, почти 50 лет, стерлись уже надписи. В прошлом году мы отреставрировали доску, и к нам пришла идея. А почему бы не нанести фамилии тех, кто работал в тылу, кто воевал и вернулся живым? Всех наших бабушек и дедушек, кто в военные годы приближал победу. В мире сейчас неспокойно. Надо нам сохранить мир у нас, для наших детей и внуков, для будущих поколений, чтобы никогда они не знали, что такое война. По словам организаторов, доска – это не только дань памяти героям, но и инструмент воспитания подрастающего поколения. Благодаря героизму предков, их самоотверженному труду, молодому поколению прививаются такие качества, как патриотизм и трудолюбие. В мире сейчас неспокойно. Надо нам сохранить мир у нас, для наших детей и внуков, для будущих поколений, чтобы никогда они не знали, что такое война. Мы – поколение, которое родилось в независимом Казахстане и, как сказал великий Абай, должны найти свое место в жизни. Хотим сделать благое дело. Все сельчане поддержали нас в этом. Мы благодарны всем жителям села Берлик. Представители районного акимата также приняли участие в открытии памятной доски с именами 70 ветеранов и более 100 тружеников тыла. Те, кто родился в этом селе, но давно уже переехал, также выразили благодарность и свои поздравления с Днем Победы. Семья Марии Акст в годы войны была выслана в Казахстан с Поволжья. Сама Мария родилась и выросла уже на нашей земле. Мое детство и юность прошли здесь, в родном селе. Я благодарна всем своим землякам, своим братьям, горжусь ими и очень рада той дружбе, которая сейчас объединяет нас. Пройдет совсем немного времени, и территория, где располагается памятник, станет сквером. Здесь планируют высадить деревья и цветы. В будущем небольшое село станет одним из красивых и почитаемых земляками мест. Перевернутые остановки, сорванные крыши, упавшие деревья. Уже несколько дней воздушная стихия атакует областной центр и доставляет серьезные неудобства жителям Петропавловска. К примеру, вот этот тополь находится на территории школы-лицея Дарын. 6 числа из-за сильного ветра его вырвало с корнем. Как итог, сломанный забор. Вера Кузовкова несколько раз обращалась в отдел ЖКХ с просьбой его убрать, ведь своими силами сделать это невозможно. Но до сих пор так никто и не отреагировал.
Я хочу сказать о безответственном отношении к этим проблемам наших служб и ЖКХ, работников ЖКХ. Прошло столько дней, никто не появился на территории школы. Дети наши являются заложниками безответственного отношения, ответ работников и народного образования, и работников ЖКХ. К школе, я считаю, что они очень ответственно подходят к этому, но они не в состоянии без разрешения соответствующих властей решить эти проблемы. И я считаю, такая проблема существует не только на территории школы Дарын, но, наверное, и на территории других школ. И кто-то в городе должен отвечать за решение этих вопросов. Забор не беда, восстановим сами, отмечает женщина. Главная проблема в том, что на его месте могли оказаться ученики. К слову, администрация школы уже не раз обращалась с письмами в городской акимат об аварийном состоянии зеленых насаждений. Осенью прошлого года приезжала специальная комиссия и взяла вопрос на контроль. Но дальнейших действий нет по сей день. Мы обращались в отдел ЖКХ города Петропавловска о том, что говорили, что у нас более 127 деревьев, из которых 50% уже, как сказать, аварийные, которых нужно. И также мы просили рассмотреть вопрос о кронировании. На данный момент хочу заметить, что на территории школы некоторые березы, некоторые деревья находятся в аварийном состоянии, которые подлежат спилу. И в том числе тополя, которые угрожают не только здоровью детей, но и прилегающей территории, как вот тут стоянка автомобилей. Пользуемся возможностью, хотим попросить отдел ЖКХ, чтобы они просмотрели в ближайшее время кронирование деревьев на территории школы-лицея Дарына и спила аварийных деревьев. Как пояснили в городском акимате, существует специальная очередь. Упавший тополь с территории школы должны убрать уже сегодня. Всего 6 мая в областном центре ветер повалил около 60 деревьев. На сегодняшний день у нас на сайте городского акимата выставлена очередность по спилу и кронированию деревьев. Порядка 200 адресов там. В прошлом году наши специалисты обследовали адреса. Это дворы, это школы. После чего их вставили в очередность все, и в порядке очередности работы данные будут проведены. Всего за последние 6 дней в сервис-центр Айкомек поступило 35 заявок только по упавшим деревьям. Чтобы на законных основаниях срубить старое дерево на территории двора или государственного учреждения, необходимо позвонить по номеру 360282 и встать в очередь. На территории нашей области уже больше месяца не стихают случаи возгорания. Огонь пожирает сотни гектаров камыша и сухостоя. Нередко он добирается и до построек. Так, за неделю в регионе произошло 36 пожаров. Несколько из них в Петропавловске. 9 мая по улице Нурсултана Назарбаева, 121, загорелась квартира жилого дома. Согласно данным, пожар начался из-за короткого замыкания холодильника. В помещении оказались заперты 3 человека, в том числе 1 ребенок. Спасатели пытались эвакуировать людей через балкон, однако техника не могла пробиться сквозь кроны деревьев. Тогда было решено вскрывать входную дверь. К счастью, жертв нет. Ребенка доставили в больницу, здоровью ничего не угрожает. С учетом того, что именно под этими окнами растут деревья, и кроны этих деревьев расположились на уровне 4-5 этажа. Так как у нас современная пожарная техника уже напичкана различными датчиками, которые предотвращают опрокидывание случайно его. Значит, именно когда в крону дерева подали автолестницу, начали срабатывать эти датчики, и происходило периодическое блокирование этой лестницы. Немало пожаров случилось и в праздничные дни. 8 мая по улице Капай, 574, загорелась хозпостройка. Огонь перекинулся на жилые дома. В результате постройка уничтожена полностью. Также повреждены 3 дома. Площадь возгорания 140 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет. 9 мая 17:54 произошло загорание камыша и стихийной свалки. Также в данном микрорайоне Капай на площади 500 квадратных метров с переходом на частный жилой сектор. Также повреждены жилые дома, частные жилые дома и хозяйственные постройки. По словам спасателей, 76 всех случаев возгорания приходится на жилой сектор. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и систем печного отопления. В целом, с начала года в области произошло 250 пожаров, 19 из них на лесных массивах. Материальный ущерб составил 106 миллионов тенге.
45 лет своей жизни Айман Кабидолла Кызы посвятила медицине. Эту профессию она выбрала по совету матери. Затем получила образование в Карагандинском медицинском колледже. Позже Айман Курмангалиева оставила работу в поликлинике и по распределению начала трудиться в фельдшерско-акушерском пункте в селе Аралагаша Каинского района. Через 5 лет женщину перевели работать в областную больницу. В этом медицинском учреждении она проработала 20 лет. За 5 лет до выхода на пенсию Айман Кабидолла Кызы перевелась в областной центр крови. Когда я начинала работать, были очень тяжелые условия труда. Нехватка шприцов, нам каждый раз приходилось их стерилизовать. Сейчас с этим намного проще. Для молодых создаются все условия. Раньше я трудилась в хирургии. На одну медсестру тогда приходилось 60 человек. Я никогда не жалела, что выбрала именно эту благородную профессию. На заслуженном отдыхе Айман Кабидолла Кызы уже 10 лет. Даже после выхода на пенсию она находит для себя занятия по душе. Пенсионерка поет в ансамбле «Балкадиша». На сегодняшнем вечере Айман Кабидолла Кызы за преданность своему делу наградили нагрудным знаком «Енбек Ардадере». Различные награды в этот вечер получили 30 медсестер и ветеранов сферы. Здоровье – это главное богатство, без которого невозможна полноценная и счастливая жизнь каждого человека. И поэтому труд медицинской сестры всегда был и остается востребованным, благодарным и заслуживающим только признания. Именно от вашей квалификации, добросовестного отношения к профессиональным обязанностям, душевной теплоты и готовности служить во благо людей зависит многое в системе и в деле здравоохранения. Во всем мире День медицинской сестры отмечается с 1974 года. В завершении вечера для собравшихся организовали праздничный концерт.